Растущую инфляцию, значит, повышение цен на потребительские товары в нынешней экономической обстановке избежать невозможно. И в первую очередь в данной ситуации важно поддержать семьи с детьми, особенно в условиях, когда в республике стоит задача повышения демографии. В Фонде социального страхования и охраны труда в этом смысле движутся поступательно и радует новостями. В этом году размер пособия по рождению ребенка для работающих родителей с 15 тысяч возрос до 22 тысяч рублей. Если же родители ребенка не работают, то за рождение ребенка они получают единовременную выплату в размере 17 тысяч рублей. А мамочкам за период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет полагается ежемесячная выплата в размере 7 тысяч рублей. И здесь теперь предусмотрен лояльный подход к ситуации, когда мать оформляет новый отпуск по уходу за ребенком. Теперь она не обязана делать выбор между пособиями, то есть мать вправе получать все пособия, соответствующие возрасту детей. Такие изменения, естественно, в разы увеличили нагрузку на бюджет фонда. Глава фонда социального страхования и охраны труда Бакур Беби рассказал, за счет чего удалось повысить собственный бюджет и, соответственно, увеличить суммы пособий. Доходная часть бюджета была увеличена на 163 миллиона практически. Это где-то на 40 миллионов больше, чем с прошлым годом. Благодаря суммарному повышению фонда оплаты труда в Республике Абхазия. То есть раньше был 5 тысяч и стал 10 тысяч рублей. Это минимальная оплата труда наших граждан. И это что позволяет повышение сумм оплаты фонда, общего фонда заработной платы, что повышает суммы, и доходная часть, конечно, соответственно, из заработных плат повышается однозначно. И мы эту часть доходную из бюджетных организаций мы получаем 1%, из коммерческих организаций 2%. Напомню, что на одном из заседаний парламента с участием представителей фондов при рассмотрении бюджета на 2023 год у некоторых депутатов возник вопрос о компетентности предоставленных данных, поскольку речь шла о значительном повышении собственных доходов фонда. Бакур Беби утверждает, что доходная часть бюджета за прошлый год была выполнена на 92,2%. Все обязательства фонда при этом были выполнены. Это говорит о точности расчетов на перспективу и дает новые возможности. Доходная часть бюджета была увеличена на 163 миллиона практически. Это где-то на 40 миллионов больше, чем с прошлым годом. Основная часть уходит, естественно, на рождение ребенка и по уходу за ребенком, основные статьи наши. Да. Мы понимаем, что наш фонд несет огромную нагрузку, мы большие обязательства берем на себя, но мы будем стараться все выплаты по социальному государству, социальному страхованию сделать так, чтобы как в 2022 году выплатили на все 100%. Также и на 2023 год будем стараться выполнять все заявки от наших страхователей. Отправлять трудящихся на восстановление сил также немаловажное направление работы фонда. В прошлом году их количество составило 300 человек. Кроме того, вступивший в прошлом году в силу закон, регулирующий выплаты по временной нетрудоспособности, позволит получить страховые выплаты независимо от стажа работы. В сумме 11 миллионов было запланировано и на детей, работающих родителей. То есть, если больной ребенок, работающих родителя, мы отправляем также на санаторно-курортное лечение. Перевыполнение плана позволило нам отправить на санаторно-курортное лечение наших трудящихся, поправить свое здоровье. И, как говорю, все имеют право после рабочего года и набрать свои силы. Мы отправили десятки сотрудников медицинских служб на санаторно-курортное лечение. Все зависит от характера заболевания самого работающего человека. И он же по больничному листу все там определяется. Важно отметить, что изменения также коснутся рожденных двойняшек или же близняшек. Согласно новым условиям, выплаты будут начисляться на каждого ребеночка по отдельности. Таким образом, Фонд социального страхования и охраны труда существенно повысил важные виды пособия. Нужно отметить, что пособия оставались на уровне одного показателя на протяжении 11 лет.
Асида Малия, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.